Ну, в данный момент мне неизвестно. Мы подавали с адвокатом обращение на бездействие следственного отдела. Но нам тут, как обычно, отказал в первой инстанции. Подали в Верховный суд, он также поступил с нами. Но я понял выдержку с того, что здесь защищают тех бессильных людей, которые находятся у власти. Это следователи, прокуроры и судьи. То есть они на нас, нами игнорируют. И те, что наши обращения, они всегда игнорируют и не обращают на это внимания. И то, что здесь проводились после похищения моего сына в Бахчисарае, где-то показывали вид, создавали вид, что якобы ведут производственные эксперименты, потому что я почти ежедневно обращался к ним. Но что-то они, по-видимому, создавали вид. Но после того, как передали Главное управление следственного отдела, это прошло, считай, 22 месяца, фактически никаких действий не происходит. Нас в известность не ставят. Умирага, а они вам говорят, вот на простой вопрос, значит, покидал ли ваш сын территорию Крыма? Ведь они же всех отмечают там и так далее, везде видеокамеры и все такое прочее. Как они вам отвечают на вопрос вот на этот? Ну, первое действие, то, что когда вот я увидел это похищение, мы же подали заявление МВД, в первую очередь, прокуратуру. ФСБ у нас отказалось принимать заявление и диск с видеодиском похищения. Вот. Следственный отдел мы уже пришли полседьмого, немножко повозмущались, но приняли. И также, когда мы в МВД обратились, они нам так прямым текстом сказали: почему вы думаете, что похитители это наши сотрудники? Может, они выкрали это в Украину? Но меня немножко возмутил, я говорю, как без документов можно выиграть. Ну, они сказали, что якобы чеверями можно вывести в Украину. То есть они валят в неформальных разговорах с вами, валят вину за похищение вашего сына на украинские власти. Я правильно вас понял? Ну, да. Это первый день так